Доброе утро. Мы находимся в Центре политико-правовых исследований и решили в конце года обсудить итоги очень тяжелого 2020 года, и поэтому пригласили экспертов, которые, я думаю, что очень квалифицированно и широко расскажут об этой теме. И у нас в гостях руководитель общественного фонда «Гражданская платформа» Айнура Усупекова и политолог Эмиль Джураев. Доброе утро. Я хочу предложить вам вначале пока что тезисно определить, что вы считаете наиболее важным именно по итогам 2020 года, как по внутренней политике, так и внешней. Прошу вас, Айнура. Доброе утро, уважаемые слушатели, телезрители. Хотелось бы всех вас приветствовать этим сумрачным утром и вообще целым таким, немного сказать, негативным состоянием у всего нашего народа. Несмотря на все это, все-таки все сложности, которые мы пережили в 2020 году, он еще, кстати, не закончился, мы не знаем, какими сюрпризами он еще нас наградит. Да, вот я слышу, уже есть некоторые попытки опять нашего парламента задушить свободу слова. Сегодня уже такая информация пошла. Но в целом хочу сказать, что 2020 год для нас, для кыргызстанцев, он был, как будто бы мы жили в зоне турбулентности. И последние 2-3 месяца нас просто колбасило, как говорится, по самому очень сложному уровню вот такой турбулентности. Наверное, 2021 год тоже будет продолжаться этим, потому что, как вы знаете, тема вашей сегодня дискуссии внутренняя и внешняя политика. Я немного о внутренней скажу. Поскольку я не политолог, я буду говорить о тех событиях, которые публичны, которые происходят в нашей стране в результате действий парламента. Во-первых, как вы знаете, прошедшие парламентские выборы, они не оставили ни у кого надежд на то, что в нашей стране все решается, так сказать, методом компромиссов. Нет, в нашей стране, оказывается, все методом отсечения и каких-либо категоричных действий решается. На самом деле, вполне нормально были события 5-6 октября, после того, как прошедшие парламентские выборы вызвали большое недоверие среди народа. Люди просто требовали проведения честных, неподкупных выборов и, соответственно, чтобы в парламент прошли люди без, так сказать, привилегий денежных, административных ресурсов. Эти требования у народа, у всех участников выборного процесса были вполне адекватными. Что потом произошло и каким образом вдруг все так повернулось в какую-то не в ту сторону, и результат, который сегодня мы видим, ошеломляет просто не только нас, но и, скорее всего, весь центральноазиатский регион, и включая, конечно, Европейский Союз, и Дальнюю Америку, которая недавно тоже сделала свои заявления. В ходе вот этих последних событий остается надеяться, что дальнейшие действия парламента, который, как мы знаем, законность его под большим вопросом, и вообще законность сейчас всех институтов власти под большим вопросом. У нас все ИО парламент, ИО президента, ИО спикера и правительство, так сказать, такое искрометное. Но, однако же, мы, оказывается, живем и вполне нормально можем обходиться даже без президента. Но почему сейчас такая большая риторика, связанная с тем, что стране нужен сильный президент, чтобы было все в одних руках сконцентрировано? Я, честно сказать, не могу понять, с какого это периода вдруг такое стало. Ведь на самом деле мы же последние годы и жили тем, что для нас один правитель, один президент, один центр принятия решений – это просто пагубно для жизнедеятельности нашей страны. И вот в какие-то последние 2-3 месяца риторика изменилась. Вдруг стали массово говорить о том, что нужен один человек, который отвечает за все. Причем
в понимании тех, кто продвигает эту инициативу, это странная, конечно, интерпретация. Одна интерпретация, а действия другие. И всему этому попорствует наш парламент. Я вот, к большому сожалению, вот, пользуясь возможностью, хочу посмотреть вообще вот в глаза нашим депутатам и сказать: послушайте, чтобы вакуума такого власти не было, вам нужно было только вот досидеть до следующих выборов и ничего не делать, просто досидеть. Нет. Сейчас что мы видим? Проблема в том, что люди, которые вышли против Мекенем Кыргызстан, против Беремдик, новой партии, которая также могла бы занять большое количество мандатов в парламенте, тот же Кыргызстан, эти три партии почему-то сейчас все еще сидят, то есть члены этой партии, те, кто в списках, сидят снова в парламенте. Уялбай, честно говоря, быстренько сориентировавшись, начинает в угоду новой, так сказать, группе лиц, принимающих решения, без зазрения совести принимать антизаконные действия. И эти антизаконные действия – это же ответственность. И вот мне все интересно, как и этот год какой-то очень долгий, так и этот парламент просто нескончаемый. И я вообще терпеливый человек, да, и вполне позитивно принимаю многие вещи. Уже у меня даже нету никакого предела, так сказать, терпения тому, что происходит сейчас. Потому что парламент беспрецедентно сделал шаги, которые ошарашили даже не то чтобы наших соседей из Центральной Азии. Это был шок для той же России, которая просто была удивлена, что это с вами, ребята, да, вот в таком формате. Референдум, который нужно было полгода минимум обсуждать, формат его, необходимость. То есть мы не говорим, что он не нужен был. Слава богу, эта Конституция как-то дожила до конца 2020 года. И этот процесс можно было бы обсуждать. Нет. Значит, в нарушении всех норм, правил, процедур, несмотря на все вопрошения представителей гражданского общества, политиков, даже я считаю, что в отсутствии заключения правительства каким-то образом они молниеносно в один день протащили в комитете, просто вылавливая этих депутатов, членов комитета, в первом чтении. Не удалось им протащить. Потом они в итоге каким-то образом все проголосовали. До конца вечера, в нерабочее время, парламент вот вынес решение, что ближайшие выборы, досрочных президентских выборов, день еще и референдума. Вот эта вот вся кутерьма, нам и так было большой неожиданностью, так сказать, досрочные президентские выборы, да, которые идут, честно говоря, в ускоренном режиме. Так еще в максимально ускоренном режиме сейчас будет идти подготовка к референдуму. Осталось сегодня какое? 14-е, да? Это даже меньше месяца осталось. Да, я потом просто скажу, как это очень сложно отразится на процессе подготовки, но одно точно. В результате действий новых властей и попорствования этому процессу всех, кто сейчас принимает решения, граждане нашей страны вынуждены будут просто идти и голосовать за то, что они не знают. А если даже им дадут знать информацию, это ограниченная часть выбора. То есть я вот не знаю, чем это все-таки закончилось в парламенте. Будет ли такая норма против всех? Она должна была, то есть не против всех, а против двух этих видов, да, форм управления, право против должно быть у всех граждан. Поэтому что хотелось бы сказать? Вот 6-й созыв, все, кто был в парламенте, кто сейчас находится, ответственны за ту внутреннюю политическую ситуацию, которая вот заложилась в 2020 году, но плоды свои будет давать в 2021 и в дальнейшем времени. Да, на самом деле год выдается
под конец очень сложный 2020 год, и вот Айнура очень многие важнейшие вещи отметила. Если обобщить, я бы думаю, какими основными феноменами выделился этот год. Ну, во-первых, конечно, надо понимать, что 2020 год для Кыргызстана, он не столько из ряда вон выходит по новизне того, что происходит, а по экстремальным мерам, в которых произошли те события, которые, в принципе, у нас и раньше происходили. Мир сам вообще выдался, для всего мира год выдался очень сложный из-за пандемии и впоследствии его кризиса. Но в Кыргызстане я бы, наверное, подытоживая к концу 2020 года, что мы наблюдаем, не претендуя на всеохватываемость этих наблюдений. Во-первых, у нас, как политического общества, наблюдается отсутствие памяти как таковой. У нас мы не помним, что было 5 лет назад, не хотим вспоминать, что было 10 лет назад, тем более 20 лет назад. Все мы объединяем одним словом: «Отуз жил жетет», 30 лет того, сего и так далее. То есть мы настолько пренебрегаем деталями своей же совершенно недавней истории и готовы решать свои жизненно важные, предельно важные вещи на основе таких крайне неосторожных обобщений. Во-вторых, у нас, мне кажется, наблюдается вот некое отсутствие либо правды, либо принципов этой правды. В чем это что выражается? В том, что у каждого получается некая своя правда на каждый день, и эта правда может меняться с каждым днем. И в результате, например, сегодня мы можем говорить, что 5 лет назад было прекрасно, хотя мы 5 лет назад плакали из-за многих вещей, которые происходили у нас. Правда, она резко меняет свой оттенок, свой окрас, как только что-то новое происходит у нас сегодня. И если мы, скажем, болели буквально 3 месяца, 4 месяца назад из-за того, что происходило с нашими выборами, то сегодня мы с теми же виновниками этого кризиса 3-месячной давности мы сотрудничаем ради чего-то нового. Вот. И смотря на это, наверное, понятно, почему 5-6 октября огромное количество людей требовали люстрации. Люстрация как законный акт, он довольно сложный. Политический законный акт, который нужно принять, он довольно сложное явление, но в корне его лежат довольно объяснимые, понятные вещи. Мы не хотим того, чтобы люди, которые и в октябре 2004 года, и, скажем, подвели к апрелю 2010 года, к марту 2005 года. Вот эти люди, они не определяли нашу судьбу дальше. Но нет, этого не происходит. Мы опять же лицезреем именно вот эти давление именно этих людей, преобладание этих людей на подходе к 10 января 2021 года. То есть, если в общем взять, какой-то абсолютный хаос, беспредел какой-то, именно в концептуальном, в понятийном аппарате нашего общества какой-то беспредел происходит. И это все, конечно, подогревается большой дозой популизма. То есть оно все, и отсутствие памяти или выхолащивание памяти, и относительность вот этих принципов, и отсутствие правды, оно все именно делается возможным из-за большой дозы популизма. Людям можно говорить такие вещи, из-за которых они готовы идти на абордаж, брать Белый дом, усаживать непонятно кого у власти, в важных офисах, и делать на этой волне какие-то свои интересные дела. И вот это все, мне кажется, на самом деле, оно подводит Кыргызстан к некой черте то ли истины, то ли встает, как некоторые называют, экзистенциальный вопрос. Каким государство наше будет уже
в начале 2021 года. Вот смотрите, вы определили даже не вехи, а, как мне кажется, болевые точки нашего государства и общества. Это псевдоинституты, которые не выполняют свои функции, да, в виде парламента того же самого. Эпоха постправды, когда мы не можем отделить факты от домыслов. Это вот люстрация, это вот отсутствие рефлексии на то, что у нас произошло в прошлом, да. Вот, а если обратить внимание на какие-то позитивные вещи, которые появились в этом году, это вот осознание гражданского общества, это волонтерские движения, вот чего раньше, чего не было, это опора на собственные силы. Вот насколько это будет иметь перспективу и в чем плюсы, а в чем минусы, так сказать? До того, как я отвечу на ваш вопрос, я хочу о внешней политике два слова сказать, если можно. Да? Дело в том, что внешняя политика нашей страны, тоже опять тезисно быстренько скажу, она тоже пребывает в турбулентном таком состоянии, причем это больше для наших, так сказать, партнеров стран, да, стран по ШОС, партнеров по ЕАЭС и тех же партнеров международных, да, Европейского Союза. Для них просто сейчас тупиковая ситуация. Что делать, Боже, что делать с этой страной? Как с ней дальше работать? Нету легитимной власти. Власть, которая приходит, она приходит нелегитимно. И что делать? Одна страна, которая находится в Центральной Азии, которую провозгласили островком демократии, для соседей стала большой проблемой и для партнеров, которые имели долгосрочное партнерство с нами, как с развивающейся страной. А что теперь делать? Они ведь, вот международные, особенно вот страны Европейского Союза, они поддерживали в нас демократию. Именно благодаря тому, что Кыргызстан стремится к демократии, была большая поддержка бюджетных ресурсов, была большая поддержка, так сказать, социальных вопросов, была огромная поддержка выборов. А теперь вот они просто в стопор себя вогнали и не знают, что делать. А как поддерживать дальше то, к чему не стремится наша страна? И вот это вот огромный минус для нас самих. Для нас, стране, которая сидит на донорской игле, на субсидировании, да, вот от всех, так сказать, партнеров международного сообщества, и огромный, так сказать, потребитель финансов, помощи, в 2021 году не будет знать, чем кормить, так сказать, наших бюджетников, тех же пенсионеров, тех же учителей и врачей, и это приведет к коллапсу. Ведь мы страна, не производитель. У нас очень много экономических, так сказать, направлений есть, которые мы не можем так и развить ввиду вот этой большой коррупции. И это все приведет к тому, что следующий год будет очень тяжелым. В бюджете не будет денег. Деньги сейчас все хором уходят на выборные процессы. То, чего вообще не должно было быть. И теперь вернемся к тому, как быть народу вот в этой ситуации. Вы знаете, коротко просто хочу сказать, что когда я видела, как приезжают мои ровесники в ВУЗ учиться с АИЛов, с регионов, с дальних регионов, не зная русского языка, вот я просто для сравнения хочу сказать, как развивалось студенчество. Те, которые приезжали из регионов, они намного больше добивались успеха, чем те, которые городские, в таких лощенных и удобных условиях росли, инертно. А вот именно те, которые приезжали, они настолько делали шаги вперед, рывок в знаниях, в понимании, и самое главное, они достигали огромных высот быстрее. Так это все из-за чего? Из-за того, что не было у них выбора, не было помощи ни от кого, да, то есть ждать не от кого было, нужно было выживать, во-первых, нужно было каким-то образом находить свое место под солнцем. И вот тогда мне еще, молодой девушке, 18 лет, было вообще непонятно, почему же они так джанталашат. А все потому, что им нужно было выжить. Так вот, примерно у нас ситуация сейчас такая. И все мы, Айылдан, мы все сейчас сидим,
Каждому нужно найти свой кусок хлеба, место под солнцем, как бы не умереть, и потому что сейчас ситуация такая, что государство никогда тебе не пойдет на помощь. Мы видели это, связанное с пандемией. Все, нас бросили, мы стали выживать. Волонтерские группы образовались. Каждое воскресенье сейчас выходит молодежь на митинг. А все почему? Молодежь вообще должна наукой заниматься, стремиться к знаниям, к образованию. Нет, сейчас идет противостояние между гражданами, между одной группой и другой. Потому что люди, которые поняли, что нельзя выигрывать выборы и получать власть подкупом, наконец-то, так сказать, проснулись и сказали: нет, право выбирать – это наше фундаментальное право, мы должны за него бороться. Мы не можем допустить, чтобы пришли опять те, кто купит за гроши, за 2000 наших людей. Посмотрите, по форме 2 сколько проголосовало. Это, представляете, больше половины, даже треть, вернее, да, наших избирателей, 500 тысяч, это 500 000 граждан, просто-напросто добровольно продались. Так, а смысл? Вот мне понравилось, как Бурул Макимбаева, вы знаете, правозащитница, она сказала: право избирать дано только тем, кто умеет его использовать, да, пользоваться этим правом. И вот наша страна сейчас имеет такое право, за которое люди просто умирали. Но мы отдаем за 2000 сомов беспощадно за мешок муки, даже мешок муки столько уже не стоит, будущее нашей страны. И поэтому в этой связи образовались те люди, которые говорят: ай, проснитесь, проснитесь и посмотрите, кого вы избираете. Как бы ни была конфигурация сейчас новых, вот сейчас завтра, если возникнут выборы, придут люди и опять будут использовать подкуп и административный ресурс, да, на президентских выборах. Что будет? Вы думаете, все опять просто промолчат? Ничего подобного. Люди опять станут и скажут: нет, это были нечестные выборы. И это без конца череда вот этого хаоса нашего, да, плебисцита всех, которые происходят, оно приведет к недоверию к властям. И получится, знаете, крайняя степень, конечно, это, что анархия, вот такие местечковые, вы помните, да, после 5-6 мы видели там местечковые байманамчики приезжали и брали области в свои руки. Вот что может страшное случиться. Поэтому, конечно, мой пессимизм вообще в этот раз зашкаливает, но все-таки вот позитивная сторона только та, что люди в отсутствии правды, справедливости начинают просто сами думать и выносить из этого решения и действия. Думая о том, что позитивно у нас происходило, ну, конечно, если о фактах все мы знаем, особенно, конечно, Кыргызстан поразил позитивно способностью наших граждан взаимовыручать, взаимопомогать в пик пандемии, в летние месяцы. Вот я бы, в общем, обобщая все, что происходило, основные вещи в Кыргызстане, отметил, что у нас есть серьезная доза свободы, свободности граждан и способности держаться за эту свободу. Во-первых, и свободность, она как бы такое явление, которое можно обращать в разные стороны, и иногда и против себя тоже. И сначала, это было начало пандемии и весь апрель месяц, мы, как законопослушные, ответственные граждане, наверное, надо признать, этот карантин, все находились дома, все закрывалось. Ведь это прошло довольно без задоринки, без сучка почти. Там очень мало было нарушений, очень мало было там явственных недовольств и так далее, потому что народ все-таки осознал и принял ответственность, что так, наверное, нужно. Мы не хотим, чтобы эта пандемия охватила весь народ, всех нас. И даже при той относительно слабой власти, которую мы всегда знали, народ не стал просто не послушаться, народ принял это, и целый месяц с лишним мы сидели дома. Это вас удивило? Это меня удивило. Я думал, это не может так гладко, так спокойно быть перенесено народом. Второе, свободно, без принуждения люди на самом деле из своего честного порыва на самом деле помогали друг другу.
опять же, ввиду крайне беспомощной власти. Беспомощность еще та, а другая еще и коррупционность, и плохое управление. Там столько всего происходило со стороны государства, и на этом фоне, на самом деле, этот свободолюбивый и свободно сам себя обеспечивающий народ еще раз показал воочию всем нам самим. Да. А потом эта же свобода была использована 500 тысячами людей в другом направлении, когда свободно люди начали торговаться между партиями и выбирать, кому продать свой голос. Ну и свободолюбивый народ 5-6 октября проявил уже более привычную свою свободу для Кыргызстана, выгнав власть, которая в ее глазах, наверное, была главным виновником всего, что происходило весь сентябрь и 4 октября. И тот же феномен свободы, он водрузил в кресло президента, премьера и лидера, и хана, и как только его называют, человека одного. И тех вокруг него. То есть тут даже вопрос даже не в Садыре Джапарове как человек, а вопрос в людях, в том организованном народе, который видит в себе способность вот свободно и утверждать свою свободу, выбирать кого нужно. Вот когда вот это все объединяем, получается, что, наверное, у нас есть вот это желание, внутренний капитал, способность держаться за свою свободу, но это необузданная свобода. Свобода, которая не обращена на созидание. Свобода, которая не строится на понимании права, на понимании каких-то серьезных стабильных институтов, правил, принципов общественного порядка. И мне кажется, вот именно из-за такой вот свободы мы можем и на международной арене с одной стороны иногда удивлять людей в позитивном смысле, но в 2020 году, наверное, чаще всего удивляли с негативной стороны. То есть, как государство, да, не как общество, а как государство, когда свободно мы можем и попросить помощи, свободно мы можем признаваться в том, что мы сегодня, в этом году мы не можем выплатить вам на свои долги. То есть это некая, может, недальнозоркость, что ли, некое допущение в нашем понимании, что все можно разрешить, все разрешаемо, тогда как не очень свободные люди, у которых нет глубоко сидящего чувства свободы, они так не подходят. У них раз есть какое-то обязательство, его обязательно хоть кровь из носа нужно делать. У нас такое легкое отношение ко всему. И даже той эйфории, которая сейчас возникает, да? Это тоже может в один момент просто исчезнуть. Да, и на волне этой же свободы мы можем дальше продолжить весь сериал 2020 года, продолжить в 2021 году, что не есть очень хорошо. Поэтому всему этому, вот под конец я, наверное, вижу проблему лидерства. Вот для такого свободного народа, для такого общества, где так глубоко и крепко сидит ощущение свободы, для каждого в разных ипостасях и значениях эта свобода проявляется, не хватает лидерства, такого просвещенного лидерства с видением, лидерства прогрессивного, вот этого у нас не хватает. И без этого такая свобода, мы на самом деле знаем. Ряд разных стран в мире на самом деле, от Сомали до Афганистана, до Папуа-Новой Гвинеи и так далее. Есть государства, которые, полугосударства. Там тоже есть очень много свободы, но эта свобода без права, свобода без постоянства, свобода без лидерства, свобода без понимания, без задумывания 5 лет вперед или хотя бы 1 год вперед, когда свобода вершит и рушит все на сегодня, прямо на настроении, это, конечно, не совсем хорошо. Очень часто мы провозглашаем и
очень ценим нашу свободу, но время очень уже давно пришло, чтобы свободный кыргызский народ был также созидательный народ, стал созидательным свободным народом. И для этого, мне кажется, и лидерство не только в лице президента, то есть лидерство вообще как бы и на местах, и в гражданском обществе, и среди депутатов. Вот то, что мы сейчас видим в Джугурку Кенеши, это, конечно, всегда у меня язык не поворачивается использовать это неприглядное слово Атамбаева, но на самом деле оно под конец года проявляет себя в худших своих ипостасях. И в таком время, конечно, у нас поиск за лидерами приходится вот именно за людьми, как Джапаров, как Мадумаров и так далее, которые чуть-чуть относительно еще отсутствовали на политическом поле последние 5-10 лет. А это, опять же, мы забыли то, что было 15 лет назад. Для меня лично это такой тяжелый эфир, потому что этот год оценивать тяжело, потому что очень много событий произошло. И я думаю, что в очень правильном направлении дискуссия идет. Вот какие-то направления, тенденции определить и к чему это придет. Но, опять же, это неспособность государства принимать вызовы в виде эпидемии. Это эфемерность всех вот этих государственных институтов, которые не выполняют свои функции. С другой стороны, это вроде бы свобода и не свобода, а больше воля, да? Да, русский термин есть очень хороший. И вот при этом социально-экономический кризис, границы закрыты, власть нашу никто не признает, с кем, если даже хотят оказать помощь, кому давать эту помощь, тоже непонятно. И, как мне кажется, 2020 год для Кыргызстана будет всегда оцениваться как поворотный пункт. Либо мы сейчас провалимся, либо это будет поворотный пункт, который вот нас в конце концов вытащит, потому что, как Эмиль говорит, есть поиск все равно лидерства, есть все равно какое-то пассионарное желание Кыргызстана вырваться из той бремени заколдованного круга, в котором мы 30 лет находимся. Вот если уже в перспективу посмотреть, 2021 год, он в каком направлении пойдет? Я понимаю, что это тяжелый вопрос. Прогнозы, конечно, дело такое несерьезное. Я про лидерство хочу сказать. Лидерство само по себе в таких благоприятных условиях не рождается. Чаще всего лидеры появляются именно в самые сложные, трудные времена, в периоды борьбы, противостояния. И вот тогда это лидерство, оно возникает и стремительно может увести либо нас вперед, либо как Сусанин куда-нибудь завести, откуда бы мы не смогли выбраться. Но при этом лидерство это совсем не значит, что это должен быть президент, либо там парламентарий какой-нибудь. Потому что среди гражданских лидеров очень много людей, которые могут повестку политическую, общественно-политическую повестку, как бы, ну, так сказать, формировать. Но я еще что хочу сказать по поводу того, что все-таки про тот парламент, который стыдно называть, да, его легче назвать шопуровский парламент. Вот людей же что больше всего волнует? Именно как формируется парламент. Именно это вызывает недоверие, это вызывает противостояние. И вот это вот Чимкирик, знаете, откуда появилась? Я ту достоверную информацию слышала о том, что этот как раз-таки водитель, шопор, он пришел, одного никак не мог исключить из списка после выборов, потому что он ныне депутат, очень, кстати, популярный, он не получил столько-то голосов у себя там, они же делят округа, и расплакался, разрыдался, что у него прям даже Гөзи Джашнан Чимкирик чыгып кетип. И он сказал: ладно, я поговорю с шефом. Ну, не знаю, насколько это достоверно, но я так слышала. И вот, значит, пошел он к Атамбаеву и сказал: бұл киши деп коелу, претендент, да, Чимкиригин агызып, шорулда ыйлап, мейлі жарым жыл беріп коелу дегендей, ушундай байка болуп чыкты, да. И вот в самый такой момент, а вы знаете, Атамбаев, он был человек эмоциональный, видимо, ему запомнился этот персонаж. И вот так они окрестились все, и это надо откровенно говорить. Если вы не можете решать,
то ушинтип маңғаңарды тартып жүрергіле. Откровенно говоря, вы недостойны быть парламентариями, потому что это высокая должность, это высокая гражданская позиция, которую мы делегировали вам не для того, чтобы вы сидели и получали привилегии, а для того, чтобы вы не принимали такие законы, которые как референдум. Или вот сегодня я слышала, что президент отклонил законопроект об, вы знаете, да, Гульшат, манипулирование информацией, а сегодня он уже появился в парламенте. Опять появился в парламенте, его также стремительно быстро примут до 10 октября. И если мы эту махину не остановим, то завтра, послезавтра мы увидим, что вот случилось в Иране с, вы знаете, с оппозиционером, да, который телеканал, да, свой на Телеграме формировал, транслировал. Но, вы знаете, это как раз-таки к вам, я тоже, так сказать, не апеллирую, но я просто хочу сказать о том, что свобода в какой-то момент, люди или граждане, которые находятся в свободной стране, они через время, через переживание, через себя все эти, сложности, однажды глотнувший свободу никогда не будет вот в рабстве. И у нас никогда эти законы не будут работать. Я вам сразу просто хочу сказать, не стремитесь, не принимайте этот законопроект, не идите на поводу у тех, кто даже вас не просит. По сути, я не думаю, что сейчас новая власть прям просит и вынуждает. К большому сожалению, депутаты в очередь выстроились для того, чтобы угодить, показать себя, да. Ради Бога, уже успокойтесь, потому что вы никто, и звать вас никак. На самом деле, да. Да, тоже хотел было добавить. На самом деле, заглядывая на 2021 год, конечно же, в конкретном смысле мы ничего не можем сказать. Непонятно даже, когда, например, парламентские выборы пройдут. Непонятно, в какой степени, когда пройдут выборы местные, которые, часть этих местных выборов мы уже целый год мы ждем. И непонятно, когда и какая конституция новая будет принята. Очевидно, что конституция будет меняться. И в этом отношении, наверное, что можно, чего можно желать, не столько предугадывать, а предсказывать, а желать. Желать, наверное, во-первых, того, чтобы у нас вот на сегодня достаточно разделенное общество, оно смогло все-таки найти точку соприкосновения. И эта точка соприкосновения, наверное, как раз-таки желание свободы, опять же, со всех сторон. И критики Садыра Джапарова, и его сторонники, и многие другие, они на самом деле, в конце концов, все ратуют за то, чтобы у нас в кыргызском обществе было свободное развитие. Да? Свободное не столько в смысле, что кроме свободы ничего не надо, а все понимают, что заставлять кыргызский народ жить так или иначе, заставлять его, например, выплачивать из своих кровных кредит Китаю, или заставлять как-то иначе ходить, это все у нас не получится, и они должны понимать. Власть должна понимать. А среди общества, мне кажется, вот важно, чтобы появились такие голоса, из ряда граждан, среди граждан голоса, которые все-таки смогут повести диалог или дискурс в обществе в сторону единения мыслей, единения общих целей. Так как Кыргызстан, мы не устаем говорить, страна у нас одна, и эта страна стоит на грани некой. И касательно, вот опять же, этих людей, которые сейчас вершат наше политическое будущее, мне кажется, вот опять же говоря о том, о чем я говорил, о памяти, проблемы памяти, вот сейчас очень хорошее такое время запоминать, запомнить, кто сейчас, не имея никакой легитимности, сидит в парламенте и принимает судьбоносные законы, как чай выпить, да? Которых никто или не просит, или, по крайней мере, наверное, кто-то просит, но понятно, что они абсолютно имели бы возможность сказать: нет, мы не имеем на это права, мы не имеем на это легитимности. Но они принимают направо и налево очень важные законы.
И нам нужно будет запомнить их в лицо. Так же, как, например, мы должны будем запоминать судей, которые вершат абсолютно неправосудные дела. Мы должны будем запоминать других людей в исполнительной власти, из-за которых мы плакали, из-за которых люди умирали, из-за которых люди там страдали, и завтра они, и уже сегодня они появляются совершенно в другом обличии. То есть, пока мы не будем запоминать вот это все, мне кажется, у нас не будет возможности новой жизнью зажить, потому что эти люди будут дальше делать то, что вчера делали. И сегодня я, например, опять же, обращаясь к нынешней ситуации, слышу, что вокруг Садыра Джапарова люди, которые его поддерживают в гонке к президентству, услуживают ему. Это те же люди, которые были в партии Беремдик, в партии Мекеним Кыргызстан, те же люди, которые работали абсолютно хорошо, припевающие и при президенте Жээнбекове, и при президенте Атамбаеве. Вы думаете, они вдруг в Садыре Джапарове увидели некое новое видение для Кыргызстана? Они увидели новую возможность действительно развить Кыргызстан? Нет, они в нем видят лишь гарантию своего комфорта на завтра, только для себя. И это должен и Садыр понимать, Джапаров, и его сторонники должны понимать. И мы должны запоминать эти лица именно. Так это было такое страшное предательство, если честно сказать, одного, второго президента этими депутатами, да, и сейчас Садыру Джапарову надо в оба глядеть, так сказать, безжалостно, когда сдают, помните, как раз вот события после 5-6 парламент, они даже не попытались спасти своего президента, который для них был там путеводной звездой Жээнбекова, да, который 3 года худо-бедно обеспечивал им все возможности. Даже не попытались, даже не сделали малейшую попытку. А все из-за чего? Да, так ведь и даже страха у них не было. Не под дулом пистолета они сдали его все позиции, не попытались даже спасти, а просто быстренько успеть забежать на другой поезд. И поэтому есть такая возможность, я хочу обратиться к Садыру Джапарову, у которого очень высокие рейтинги в регионах, очень высокие, все его поддерживают. У него есть огромная возможность сейчас исторический ход событий повернуть в другое русло, перестать вот это вот сталкивание лбами простого народа, который в регионах они не понимают форму управления, и тех, кто понимает, это же представьте, какой нонсенс. Сейчас борьба идет между юристами, которые право должны читать как и понимать одинаково, они противоборствуют друг другу. Это страшное начало. Я не могу сказать, к чему это приведет. Вот вы в перспективе говорите, к чему это приведет. Все будет зависеть от хода событий, того, как сложится обстановка после президентских выборов. И самое главное, при принятии этой Конституции опять правовой тупик. Конституция новая будут, а парламент, он уже вообще не будет работать, нету его там. Потом нужно будет менять пакет законов о выборах. Кто его будет менять, если по новой Конституции, а этот парламент должен быть в другом составе. То есть там дальше правовые тупики идут. Почему люди, которые выносят решения, они об этих не думают вещах? Провели бы парламентские выборы, да? Новый парламент, форму определил бы, законы бы поменял бы конституционные, и, пожалуйста, без проблем. А сейчас это непонятно опять, кто они и как их звать, которые будут менять потом законы о выборах, которые будут в конечном итоге потом проводить, так сказать, ЦИК уже тоже срок его истекает. И поэтому это очень сложный год будет следующий, тоже непростой. Вы знаете, я не хочу утешительные прогнозы давать, потому что в правовом аспекте это полный коллапс. Вот если выборы пройдут президентские без конфликта, и референдум протащат, это еще, так сказать, полбеды. А если президентские выборы с конфликтами произойдут, тогда и референдум накроется
так сказать, медным тазом, и все. Ну и слава богу, если референдум, то есть там, чтобы референдум прошел, нужно 50% плюс 1, это порог, да, так сказать, прохождения. А если у него будет маленький, это, так сказать, участие. То есть право выбора у граждан есть. Я могу проголосовать за выбор президента, но могу и не голосовать за референдум. То есть таких вот все же кроется в деталях, все процессы кроются в деталях. А у нас, как всегда, вот Кыргызчай решим, боловерет. Вот этот пофигизм нашей страны, он приводит к тому, что мы все ниже и ниже откатываемся. Даже вот говорят, а что за 30 лет изменилось? Вот эти события могут нас откинуть на эти 30 лет назад. Поэтому, к сожалению, за действия политиков сейчас понесет народ полностью ответственность, наверное. Ну, не ответственность, а последствия. Спасибо. Мне казалось раньше, когда Айтматов писал про Манкурт, он писал про то, что надо помнить своих предков, а сейчас я понимаю, что он как раз писал о том, что надо помнить о том, что ты делал вчера, в прошлом году. Да, это даже важнее. Да, что на самом деле, Адиль напомнил, вот и в самом начале, говоря, обобщая, вот именно хотел бы обратиться к этому понятию Манкурта. У нас очень часто неправильно, мне кажется, трактуем это понятие Манкурта как человека непомнящего. Мне кажется, у Айтматова Манкурт – это человек, не использующий свои умственные способности, человек, отвергающий свой же интеллект. Это не про память, это про ум. Потому что именно память, она без ума, это не память. Память, это в нормальном смысле слова, это память, которая понимает, что было, осознает. Абсолютно, да. Поэтому манкурты – это не те, которые якобы не помнят, каким было кыргызское общество 100 лет назад, 200 лет назад. Манкурты – это которые сегодня не осознают, что делается. Сегодня не хотят воспринимать, что, скажем, есть 5 вариантов, и каждый из них идет с каким-то своим шлейфом. Мы все обобщаем, мы все хотим, либо все отвергаем как плохое, либо все полностью принимаем как хорошее. Вот это манкуртизм. Мы не хотим анализировать. Вот отсутствие анализа, осознания, критического восприятия, использования умственного потенциала, вот, мне кажется, что называлось манкуртом. Ну, одним из проявлений этого является и то, что 10 раз менялась Конституция, но мы, опять же, нас пытаются привести к тому, что именно путем изменения Конституции мы почему-то разрешим проблему коррупции, контрабанды, теневой экономики, например. Да? Но в любом случае наша дискуссия, я думаю, что это было, так сказать, нашим вкладом в политическую рефлексию для того, чтобы извлекать уроки из того, что было. Спасибо вам за то, что вы приняли участие в нашем эфире. Я напомню, что у нас были глава общественного фонда «Гражданская платформа» Айнура Супекова, политолог Эмильбек Джураев. Спасибо вам большое.